12 июля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,51 сомони за 1 доллар. Курс сомони к рублю составил 0,17 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,69 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,51 до 10,51,62 сомони, 1 евро от 10,69,18 до 10,70 сомони, 1 российский рубль от 0,17 до 0,17,20 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются на 1,5% из-за опасений вокруг ситуации с коронавирусом в Китае, что представляет риски для перспектив спроса. Нефть марки Brent находится на уровне $105,5 за баррель, марки ВТИ на уровне $102,41 за баррель. Стоимость же золота во вторник утром опускается ниже $1730 за тройскую унцию, достигая минимума за год. Удорожание доллара к основным мировым валютам сдерживает котировки драгоценного металла. За первые 4 месяца этого года Таджикистан закупил у Казахстана 5168 тонн риса, что на 48,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда импорт риса составлял около 10 тысяч тонн. Такие данные приводит Capital.kz. Несмотря на это, Таджикистан сохранил за собой второе место после России в импорте казахстанского риса. В Таджикистане цены на рис традиционно растут в летний период до появления нового урожая, сбор которого приходится в основном на октябрь. В настоящее время средняя цена на рис составляет 15 сомони за 1 килограмм. В Таджикистане ежегодно производится примерно 100 тысяч тонн риса, по этому показателю республика находится на 4-м месте среди стран Центральной Азии, но по урожайности с 1 гектара опережает все страны региона – 45 центнеров с 1 гектара. Это один из высоких показателей в мире. За счет эффективного использования земель и повышения урожайности Таджикистан ежегодно будет сокращать импорт риса. Однако в этом году рисоводы сталкиваются с дороговизной удобрения и посадочного материала, что может отрицательно повлиять на цены. Узбекистан и Таджикистан начинают разработку договора по купле-продаже электроэнергии с Рагунской ГЭС. Об этом подробно .уз сказал министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума в рамках второго совещания министров энергетики государств-членов ШОС в Ташкенте. На сегодняшний день уже подписан меморандум о намерениях по развитию энергетических связей между энергосистемами Таджикистана и Узбекистана, где предусматривается экспорт вырабатываемой на Рагунской ГЭС электроэнергии в Узбекистан. Аналогичный документ находится на стадии подписания с Казахстаном, отметил он. По словам министра, детали еще будут доработаны, так как все зависит от хода строительства Рагунской ГЭС. В целом мы планируем экспортировать с этой станции 70% производимых объемов, то есть около 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, в том числе в Узбекистан. Меморандум определил основные моменты и принципы работы. Сейчас же мы начинаем разработку самого договора по купле-продаже электроэнергии, где будут согласованы все условия, сказал он. Далер Джума добавил, что Таджикистан, имея огромный гидроэнергетический потенциал, сейчас активно продолжает строительство Рагунской ГЭС с установленной мощностью 3780 мегаватт. До настоящего времени 2 введенных в эксплуатацию агрегата уже выработали более 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Министерство финансов США включило Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан в список стран, через которые в Россию и Беларусь могут поставляться товары, ввоз которых ограничен санкциями, введенными после начала военной спецоперации Российской Федерации в Украине. Список сформировали сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Бюро промышленности и безопасности Минфина США. В него включены 18 стран, кроме 4 государств Центральной Азии – это Армения, Бразилия, Грузия, Индия, Израиль, Китай, Мексика, Никарагуа, Сингапур, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань, Турция и ЮАР. В сообщении Минфина говорится, что в некоторых случаях подсанкционные товары могут быть легально экспортированы в эти и иные юрисдикции в качестве сырья для производства другой продукции. Но дальнейший экспорт в Россию или Беларусь этих готовых изделий и товаров может быть запрещен.
В России хотят ограничить продажу дизельного топлива иностранцам. С таким предложением к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину обратились Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта, пишет российское новостное агентство «Спутник». Согласно инициативе, для граждан других стран введут специальные условия при желании приобрести более чем 50 литров указанного вида топлива. Бизнес предложил ввести лимит на покупку дизельного топлива для европейских транспортных компаний в размере 50 литров, подчеркнули авторы. Если иностранец намерен приобрести больше, то с него возьмут компенсацию по ценам, сопоставимым с европейскими, которые примерно в 1,5 раза выше российских. Стоимость дизельного топлива в Российской Федерации оценивается в 54 рубля за 1 литр, а в Евросоюзе в переводе на российскую валюту это свыше 130 рублей. Пользуясь низкими ценами на рынке, иностранные перевозчики нагружают в баки по 1000 и более литров.